Это третий час утреннего камбэк-шоу на радио Азия Плюс. С вами Бах Назирбаев, Дарья Христолюбова и не только. Друзья, дело в том, что большая часть современного бизнеса, причем в разных сферах, она на сегодняшний день является проектно ориентированной. Одни компании реализуют собственные проекты, другие собираются в коллаборации и запускают что-то совместно, но так или иначе от этих самых проектов зависит успех предприятия. И тут появляется необходимость в такой нынче модной, наверное, специальности, как проект-менеджер. Кто это такой, что за волшебник, который помогает запустить проект, его реализовывать, мотивировать, может быть, людей и, самое главное, управлять. Где этому научиться и вообще стоит ли выделять отдельного кадра для всех этих вещей. Поговорим об этом с примерами конкретных кейсов, с людьми, которые знают об этом не понаслышке. Сегодня у нас в гостях эксперты компании Истера. Это Алишер и Ярослава. Доброе утро, ребята. Доброе утро. Ой, как вы синхронно репетировали, наверное. Как настроение? Отличное. Отлично. Да, только с утра чуть замерзли, но у вас здесь согрелись. Предвкушение Нового года радует. Но сейчас все в порядке. Все в порядке. Итак, друзья, давайте поговорим, наверное, для начала о том, что такое вообще проект в любой компании. Проект – это совокупность людей и ресурсов, которые объединяются на определенное время с целью создать какой-то уникальный, ценный продукт или услугу. Объясню подробнее. Все мы занимаемся какой-то деятельностью в жизни, допустим, пишем дипломную, делаем ремонт в квартире. И из всей этой деятельности можно выделить проекты, и в этом нам помогут, я выделила для себя 4 пункта. Во-первых, проект, он у нас ориентирован на достижение конкретной цели. Нет цели, соответственно, это просто дело. Проект – это не одно действие, а очень много действий, причем они все взаимосвязаны, их нужно координированно выполнить. Проект ограничен финансами, ограничен людскими ресурсами, людьми, кто выполняет этот проект, и ограничен временем. Ну и четвертое, каждый проект – это уникальное событие. Нет такого проекта, который бы где-то в чем-то повторялся. В итоге, выполняя проект, мы получаем уникальный продукт. В проект могут быть вовлечены как один человек, так и тысячи человек. Он может длиться как одну неделю, так и несколько лет. Он может охватывать, допустим, в организации один отдел, а может выходить за рамки организации. В этом случае мы уже говорим о совместном предприятии или партнерстве. Какие бывают проекты? Проекты в разной сфере деятельности, соответственно, соответствуют этой сфере деятельности. Допустим, в Истере проекты выполняются в области IT. Область IT, как вы сейчас знаете, это, наверное, самая популярная область, которая есть в Таджикистане. То есть это очень развивающаяся сейчас такая наша часть. И любой, Таджикистан, он получается, сейчас на стадии развития. И впитывает в себя любые проекты, которые есть на мировом уровне, они впитываются, и как губка мы должны сейчас это реализовывать у нас. Мы это стараемся делать, помогать и совместными усилиями, как Ярослава сказала, с нашими партнерами, потому что иногда бывает так, что нашего опыта нету или не хватает, недостаточно. Мы подключаем наших партнеров из-за рубежа, экспертов дополнительно, и реализуем. Вы рассказали сейчас по поводу ресурсов, человеческих в частности, но любой проект, он требует финансового вложения. Очень многие организации, которые связаны, скажем так, с проектами, да, они ищут поддержку финансовую извне, скажем, это какие-то международные доноры, это может быть какие-то посольства и прочие организации. Как у вас дела с этим обстоят? Вы финансируете себя сами, либо же вы ищете ресурсы финансовые откуда-то извне? По-разному бывает. Иногда мы как сами финансируем проекты, то есть, допустим, есть у нас основная наша деятельность – это интернет. У нас есть база клиентов, в основном это юридические лица, такие достаточно успешные, и у них есть свои финансы. То есть они располагают ими, и мы им предлагаем, допустим, вам нужно какую-то определенную систему запустить. Они говорят, все, у нас есть такой бюджет, исходя из этого бюджета мы формируем для них техническое задание и делаем. Но бывает так, что особенно это касается госучреждений. У них нет денег, но есть донорские средства, то есть различные гранты. В основном, кто у нас является крупнейшими институтами, кто выделяет гранты, это Всемирный банк, Азиатский банк. И получается, они объявляют различные тендеры, и на основе этих тендеров мы стараемся участвовать уже. А какую роль в этом процессе играет проект-менеджер?
О, О, проектный менеджер, он планирует, реализует проект. Ключевое звено во всем проекте проектный менеджер. То есть все крутится вокруг него. Он знает, как запустить проект и как довести его до конца. он должен разбираться вот в конкретной специфике этого бизнеса. Да. То есть, по нашему мнению, проектный менеджер — это тот человек, это как и технический специалист, как и больше коммерческий. То есть это совокупность. Потому что если ты не знаешь глубину этого проекта, его некоторые такие нюансы, то тебе сложно будет его понять и в дальнейшем реализовать. Поэтому мы в своей деятельности стараемся охватить все стороны. Это должно быть какое-то руководящее лицо изначально или не обязательно? Да, думаю, не обязательно. Главное, чтобы человек разбирался в этом, имел необходимый опыт, знания и какая-то практика уже. Где их получить? Да, как их получить, эти знания? Ну, это такой интересный вопрос. В университетах этому не учат. Это, по нашему мнению, это все-таки все на практике формируется. Да, мы, конечно, что-то смотрим, читаем различную литературу, как вести проект, как общаться с людьми, потому что основное в деятельности проектного менеджера все-таки общение, без этого никак. Как построить диалог, допустим, с зарубежными партнерами, с чего начать, как к ним подойти, как у них попросить помощи, да, то есть чем их привлечь. Поэтому мне кажется, что основное — это все-таки жизненный опыт, который формируется с годами. Ребята, вот на своем опыте можете рассказать? То есть, я так понимаю, вы не сразу стали проектными менеджерами, Да. вы, наверное, сначала были просто вовлечены в проекты какие-то, а потом уже доросли. Да, ну вот, допустим, я расскажу про себя. Я пришел в СТР в 2012 году, после университета, зеленый такой весь, на должность менеджера по продажам. Как раз в это время в СТР только вот начинали делать проекты, начинали как бы вовлекать в это большее количество людей, потому что раньше это делалось определенным количеством руководящего состава. Вот, и первое же мое задание был тендер GIZ на поставку серверов. Ну, я как бы поучаствовал в этом тендере, выиграли мы его успешно, сделали контракт, подписали все документы. Я думал, ну все, я готов, я все сделал, я красавчик. А мне говорят, слушай, а надо его растаможить теперь, это оборудование. Для меня растаможка, что это такое? Что делать с этим, что это такое? Я говорю, да ничего, говорит, пойдешь на таможню, говорит, покажешь документы, тебе дадут груз. Я зеленый, прихожу на таможню к незнакомым дядям. Говорю, мне пришел груз. Они говорят, какой груз? Кто? Что? Я говорю, ну сервис, GIZ пришел, мы выиграли из Тера. Они смотрят на меня так удивленно, говорят, ну где твои документы? Все, приноси документы, тебе надо оплатить пошлину, процедуру, получить сертификаты, потом ты сможешь растаможить. И я вот звоню в руководство, говорю, ребята, говорю, здесь такая ситуация, что делать? Они говорят, а мы не знаем, говорят, это в первый раз мы растамаживаем. Ну вот, жизненным опытом я... Алишер учился этому по принципу, как учат же плавать, Да, бросают, плыви. Руководство А вас я- не очень любит, да, я так понимаю? Нет. Опыта было Нет. мало. Да, опыта мало было, да. Да, а я когда пришла в компанию, Алишер уже наплавался. Набил шишки. Он мне рассказывал, мне было легче, соответственно, но все равно вот контакт с незнакомыми людьми, вот эти вот дядечки, я девочка, куда идти, что говорить, как, в общем, тоже, в принципе, бросили плыви, но мне в этом плане было легче, потому что у меня был человек, который раньше с этим столкнулся и вообще был не против поделиться своим опытом. Можно сказать в общих словах, что должен делать, что должен уметь проектный менеджер. Ну, вначале он собирает информацию по проекту и анализирует потребности заказчика. Все это собрал. Далее ему нужно найти решение, которое удовлетворит потребности заказчика. Он должен контролировать все коммуникации. Конечно, он там не будет лазить в ваш телефон и смотреть, сколько раз вы звонили там бабушке или еще кому-то, но он старается, чтобы время было потрачено не зря, чтобы все коммуникации были запланированы, были эффективны, чтобы потом заново всех не собирать и о чем-то не беседовать. Он выстраивает последовательность событий. В проекте очень важно знать, что и зачем действует, что и зачем идет. То есть у него уже составлена карта действий, график, согласно которой лучше действовать, потому что потом опоздание, это все не очень хорошо скажется на проекте. Он контролирует бумажную работу. Проект — это огромное число бумаг.
как на начальной стадии формирования проекта, так и в течение выполнения этого проекта. И финал тоже кажется, все вроде бы, а нет, не все, нужно всякие счета, документы, накладные, все это нужно сгенерировать, если тебе никто это не предоставляет, все это нужно утвердить, если тебе предоставляют, часто бывает так, что почему-то наши коллеги, они не очень внимательны с бумажной работой, поэтому очень много исправлений, казалось бы, ошибки такие несерьезные, а вот человек почему-то не обращает внимания, то есть каждая запятая, каждая дата, каждое название, это все имеет значение. Ну и в нашей работе все это печатается, то есть у нас должны быть запасные картриджи для принтера, все это должно быть наготове. И в основном проектный менеджер, он отчитывается о ходе проекта своему руководству, ну и непосредственно заказчику. То есть все, что не делается в проекте, все это спрашивается именно с него, не с его команды. Если что-то будет не так, голова на плаху именно проектного менеджера. И, соответственно, самое главное, он должен довести проект до конца. Это его основная задача. Ну, согласитесь, быть менеджером нереализованного проекта, это как-то не круто. Поэтому шутки про то, что проектный менеджер в последнюю ночь, как студент, все сидит и допиливает до конца, это иногда не шутки. Это на самом деле страшно. Да, это на самом деле бывает иногда так. У нас есть забавные случаи, может быть, позже мы о них расскажем, что на самом деле и засиживались допоздна, и все сами доделывали. Сложно. Бывает такое. Алишер, Ярослава, а есть какие-то инструменты в помощь проектному менеджеру, например, на этапе, не знаю, контроля, да? Очень много разных... Да. Баха тут жестикулирует, показывает, как можно подгонять людей, но на самом деле очень сложно, когда несколько структур, когда несколько организаций, возможно, вовлечены. Что может помочь в этом плане? Ну, смотрите, сразу нужно когда взять быка за рога, то есть сразу показать, что ты здесь главный, все должны тебя слушать, и все должно идти изначально правильно. То есть, если ты создашь правильную команду, дашь им правильные инструкции, простимулируешь их, им скажешь, что да, в конце проекта ты получишь что-то такое, что тебе будет очень приятно. Тогда будет команда... Денежку. Да, это денежка, может быть что-то еще. Но вот по поводу контроля. Допустим, кто-то использует какие-то приложения типа Битрикса для того, чтобы постоянно, там, каждый день, каждый час отслеживать. Да, у нас как, мы в своей работе все-таки используем более простое приложение, это MS Project, там есть диаграмма Ганта. То есть диаграмма Ганта, она в принципе показывает все выполнение проекта, и там мы наглядно у всех сотрудников, кто вовлечен в проект, есть доступ к этой программе, и они смотрят ход выполнения проекта, кто за что отвечает, и по временным рамкам там стоит у кого на реализацию какого-то определенного задания есть время. Итак, да, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях проектные менеджеры компании Истер. Говорим мы сегодня об этой замысловатой профессии, пытаемся разобраться вместе с нашими экспертами, с нашими гостями. Мы сейчас вынуждены прерваться буквально на несколько минут. Если у вас есть вопросы к нашим гостям, вы можете присылать их на Viber, +9 928 40107. Также мы опубликовали пост соответствующий на наших соцсетях, в Инстаграме и в Фейсбуке, поэтому можете писать комментарии, там обязательно зачитаем, поэтому оставайтесь с нами, мы вернемся совсем скоро. Мы бы хотели узнать, а сколько проектный менеджер может одновременно вести параллельно проектов? И не будет ли это сказываться на качестве? Смотрите, да, чтобы качественно вести проект, нужно полностью в него углубиться, да, то есть полностью жить им. И так, мы считаем, что если это достаточно крупный проект, то один проектный менеджер должен его вести. Да, если есть какие-то сопутствующие небольшие проекты, да, он может их вести, но если у него есть, конечно, один большой проект, он должен заниматься только им. А делегированием обязанностей кто занимается? Этот же специалист? Да, этот же специалист, он распределяет, то есть он видит, что в какой-то сфере, может быть, и его компетенции не хватает, или же у него просто не хватает времени, он делегирует это коллегам. То есть у нас это есть такая взаимозаменяемость, то есть у нас каждый коллега может подхватить от другого. То есть у нас коллектив небольшой, поэтому мы без проблем это
реализуем. Есть в нашей стране, да и не только, одна такая фишечка интересная и очень неприятная одновременно с этим – понебратство. Как избавиться от этого во время реализации проекта? Потому что все, ну ладно, по-дружески, ну давай, дедлайн продлили, сделай что-то за меня. Да, конечно, такое есть, но если ты хочешь качественно реализовать проект, нужно от этого отходить, стараться. Да какой бы это друг у тебя не был, друг, брат, свекор, это работа, всегда нужно отделять. Мы в своей сфере всегда отделяем, что да, мы тебя знаем, да, но у нас есть работа, у нас есть план, мы его выполняем. Ребят, вот такой вопрос. Вы, допустим, начинаете какой-то проект, перед тем, как начать его, есть определенный бюджет, куда вы закладываете работу проектного менеджера, работу персонала и прочее, прочее, прочее. В какой-то момент вы понимаете, что не справляетесь, вам нужен дополнительный человек, которого вы нанимаете, но ему тоже нужно платить зарплату, но вот этой статьи расходов в бюджете нет. Как вы выкручиваетесь? Ну, тут по-разному бывает. Иногда мы жертвуем своей прибылью, то есть мы понимаем, что для реализации проекта все-таки, чтобы его довести до конца, нужно будет пожертвовать чем-то. Нельзя сидеть и ждать, что вот все деньги получим и все. Нужно как бы трезво оценивать свои шансы, и иногда, да, приходится нанимать специалистов. Ну, допустим, в некоторых тендерах, как я говорил, не хватало нашей квалификации, мы нанимали партнеров из-за рубежа для успешной реализации. Так они ведь много денег хотят, наверное. Они хотят много денег, но мы говорим, что мы в Таджикистане, у нас денег не так много. Помогите. Помогите. По-братски. По-братски, да. Есть у нас вопрос в Вайбере от Тимура. Я хотел бы задать вопрос вашим экспертам. Я очень хочу работать в этой сфере. С чего мне начать? Как попасть в проекты и что для этого нужно? Ну, наверное, чтобы начать, главное желание. Если у человека вот уже есть желание, то я думаю, все у него получится. Нужно постараться определить именно ту сферу, которая тебе нужна. То есть проекты же бывают разные. В какой сфере? Если в сфере IT, нужно, наверное, читать, какие тренды есть в IT, что нового происходит вообще в мире, что актуальное есть в других странах и что можно реализовать у нас в стране. И я думаю, сейчас достаточно очень много различных организаций появляется, которые выращивают молодых специалистов. Мы знаем, мы работаем с компанией Колибри, с Алифом, достаточно успешно. И вот видим, как они развивают молодых специалистов. И мы тоже с своей стороны рады всем ребятам, кто хочет, готовы принять их на, как это называется, Ярослава? Стажировку. Да, на стажировку, в принципе, помочь, показать, что есть, поделиться опытом, мы открыты к этому. Я чуть более, точнее отвечу на этот вопрос. Я тут выделяла для себя общие навыки, которые должны быть у человека, который, в принципе, планирует стать проектным менеджером. Ну, во-первых, человеку нужно любить и уметь общаться и взаимодействовать с людьми. То есть интровертам здесь нет места? Нет. В процессе выполнения проекта тебе нужно общаться с огромным количеством людей и создать ту команду, которая будет выполнять твой проект. Причем, как было здесь уже сказано, общаешься не только с партнерами, коллегами, которые находятся здесь, но иногда бывает, что выходишь за рубеж, то есть никакие часовые пояса, никакие культурные различия, никакие там знания, незнания языков не должны мешать тебе наводить мосты там, жестами, я не знаю, с помощью Google переводчика или еще как-то. Ты должен доносить правильно свои мысли и коннектиться с людьми. То есть общение залог успеха. Да, залог успеха. Очень должен любить общаться, язык у тебя должен быть подвешен. Это главное. Второе. Ты должен быть очень внимательным при работе с бумагами. Как я уже говорила, все этапы проекта сопровождаются огромным количеством бумаг, и договоры, различные соглашения, счета, план проекта, все это проходит через менеджера по проектам. Ты должен все эти бумаги изучить, исправить, довести до подписи, а это же уже документ, там если что-то будет не так, опять же, твоя голова полетит самой первой. Вот, внимательная работа с документами. Ты должен быть внимательным не только к документам, но и к деталям. Ты должен мыслить и критически, и абстрактно, и
все это совмещать. То есть где-то ты должен посмотреть вперед, оценить, какие у тебя будут риски. Где-то ты должен придумать, а что я буду делать, если будет вот так. То есть все это нужно у себя в голове совмещать, и все это делать одновременно. Ты должен быть очень ответственным и очень решительным, потому что проектный менеджер — это все-таки начальник проекта, он принимает решения, и ему нужно отвечать за свои решения, ну и решения эти нужно принимать быстро, то есть решительность, она тоже пригодится. Мямлить там, ну я там подумаю в течение 15 минут там, или в течение дня скажу ответ, такое не пойдет. Нужно оперативно, конкретно знать, что ты принимаешь, и потом уметь нести за это ответственность, если с тебя будут спрашивать твое руководство или заказчик. И ты должен быть терпеливым. У тебя под твоим началом работает команда, ты ими всеми управляешь. Чем больше людей, тем больше проблем. У каждого вечно какие-то, казалось бы, маленькие препятствия делать работу. Кому-то там хочется, не знаю, пока кофе не выпьет, не сядет за работу, у него кофе закончилось, ты должен его этим обеспечить. У них постоянно куча вопросов. Ты должен знать ответы на все эти вопросы и должен знать, что и где взять, чтобы помочь человеку запустить себя и запустить, соответственно, задачу, которую ты ему поручил. То есть, а если из всего этого выделять самое главное, то это, конечно, общительность, стрессоустойчивость. То есть иногда бывает так, что работа 24/7. То есть ты постоянно на связи, бывают такие проекты, которые, ну... Только попробуй телефон выключить. Да, вот, то есть ты не можешь уйти, там, у меня депрессия, я не хочу тебе отвечать. Такое тут не пойдет, ты постоянно должен быть в тонусе. Вот, ну и... Напугала бедного Тимура, теперь он... Зачем я передумала? Нет, но он сразу проектным менеджером не может стать. Он, допустим, не начитается этим нигде. Ну, есть там в интернете всякие разные статьи, они также могут его напугать. Если он придет куда-то на работу и будет делать свою обычную работу, а потом перед ним возникнет какой-то проект, и у него будет коллега, как у меня, Алишер, он сам не заметит, как он станет проектным менеджером. Он сделает один проект там, с помощью коллеги, он сделает второй проект более-менее самостоятельно, на третьем проекте он уже может называть себя проектным менеджером, ну и дальше он будет развиваться, там параллельно вести проекты, более сложные проекты вести. То есть бояться этого не надо. Если это тебе подходит, оно пойдет само. Просто найди работу, начни занимать себя в какой-то сфере, а в любой сфере есть проекты. Уловишь проект, попробуй начать заниматься. Если получится, ну, станешь. Если не получится... Найдешь себя в чем-нибудь другом. Да, поймешь, в чем твои ошибки, попытаешься их исправить, а если даже потом не получится, ну, значит... Не поймешь, что это не твое. Да, Ярослав, вы сейчас сказали по поводу молниеносного принятия решений, да, если какая-то форс-мажорная ситуация. К сожалению, так получается, что во многих и госструктурах у нас в стране, и вообще в организациях менеджеры среднего звена не могут шаг вправо, шаг влево сделать без одобрения вышестоящего руководства. То есть, как у вас с этим дела обстоят? Если нужно принять сиюминутное, сиюсекундное какое-то решение по какому-то проекту, вы тоже обращаетесь к руководству и говорите, я вот буду принимать такое решение, либо вы на свой страх и риск делаете все сами? Иногда бывает так, что просто времени нет обратиться к руководству, да, и если ты понимаешь, если тебе твой руководитель дал полномочия вести этот проект, у нас в компании есть такое, что тебе доверяют и понимают, что если что-то ты принял, даже, может быть, это будет ошибочно, неправильно, да, но это твое решение, которое как бы показывает твою самостоятельность. Поэтому я считаю, что, наверное, Слава с тобой согласится, что все-таки нужно брать ответственность на себя и молниеносно решать. Да, у нас в компании очень хорошие люди, все мы друг друга любим, и нам всегда говорят, что, ребята, не бойтесь принимать какие-то решения, что бы ни было, все решим, даже если где-то накосячили, потом будем разбираться, но это будет внутри компании.
Вот. Ну и, соответственно, если ты принял какое-то решение, а тебе потом за него попало, то проработав эту ситуацию в компании, в следующий раз ты уже будешь знать, как реагировать. Работа над ошибкой называется. Да, и в конце концов у тебя несколько раз, если будут такие ситуации, когда тебе нужно будет принимать решения, у тебя несколько раз будешь ошибаться, у тебя таким образом наработается опыт, и когда-нибудь ситуации, они-то закончатся, наберешь опыт на все ситуации и уже не будешь косячить. Да, мы говорим сегодня о проектном менеджменте с нашими гостями Ярослава и Алишер. Есть у нас еще несколько вопросов в Вайбере. И, кстати, о провалах, наверное, мы тоже поговорим, но это будет чуточку позже. Сейчас мы прервемся, оставайтесь с нами. Как и обещали, друзья, мы вернулись. Мы это Бах Назирбаев, Дарья Христолюбова. И сегодня, напомню, у нас в гостях это эксперты компании Истера, Ярослава и Алишер, помогают нам разобраться в вопросах проектного менеджмента. И вот возник такой вопрос, а откуда эти проекты вообще берутся? То есть кто их инициирует априори? Ну, обычно как? Обычно инициируем мы сами. Такое тоже практикуем достаточно часто с нашими текущими клиентами. То есть у каждого клиента есть какая-то потребность в чем-то. Мы смотрим, анализируем, что им не хватает, и предлагаем им реализовать какой-то проект. Вот. Также есть какие-то проекты, которые мы находим по объявлениям, различные тендеры, вот, в газетах, на радио бывает, на сайтах. То есть везде. Везде, да. Есть вопрос от Мадины и вопрос эксперту Ярославе. Вы девушкой, работаете в сфере IT. Насколько это сложно и сильно ли давят стереотипы? Ничего не давит. Я по натуре человек очень дружелюбный, поэтому мне без разницы, с кем общаться. Девочка это или мальчик. Ну, по своему жизненному опыту могу сказать, что с мальчиками общаться легче, чем с девочками. Я и училась, и в основном были мальчики, и на работу пришла. У меня тоже коллеги, в основном мальчики моего возраста. Когда реализую какие-то проекты, мне вообще не составляет труда с ними договариваться, потому что ни разу не портила с ними отношения. А если у нас и были какие-то буги-буги, то мы как-то это забывали. В общем, они не обижаются, ну и я не обижаюсь, хотя я девочка, я могла бы еще дуться. Вот. Отношения со всеми хорошие, поэтому я вообще никаких сложностей не испытываю. В женском коллективе не работала, про женский коллектив ничего не могу сказать. Те мальчики, которые за пределами моей компании, партнеры, или вот, как Алишер рассказывал, таможня или там какие-то другие структуры, там, в принципе, ну, мальчики, вот, скажите, да, они же девочку, когда видят, они априори смягчаются, да? Все, обомлели? Да, не придираются, ничего, то есть с ними на самом деле легче работать, поэтому нет, у меня никаких сложностей нету. Что еще сказать? Ну хорошо, с гендерным, в принципе, вопросом разобрались, а вот что касается возрастного ценза, то есть есть ли какие-то возрастные ограничения, если человек захотел заниматься, работать в этой сфере? Наверное, есть. Я думаю, нет. Я сейчас просто представила себе такого в возрасте 60 лет. Но если он легко обучаемый, коммуникабельный. Ну да, если он только энергичный, молодой человек 60 лет. Почему бы и нет? Почему бы и нет, да, но... Ну вот если к вам, допустим, да, в Истеру сейчас обратится человек, скажет, я хочу работать в проекте, в приоритете будет кто-нибудь? Или, в принципе, вы готовы? В принципе, мы готовы принять любого, конечно, да, но все-таки из-за того, что у нас коллектив достаточно молодой, поэтому мы, в принципе, стараемся все-таки уделять внимание именно нашим сверстникам, да, или постарше, да. А как человек, конечно, к вам? Как к нам обратиться? Да. Ну, у нас, в принципе, периодически публикуем различные вакансии, да, но, в принципе, у нас есть наша анкета, которую можно заполнить, в принципе, если кандидат достаточно будет интересный, то есть у нас наша почта hr@istera.tj, туда выслать, и, в принципе, если нам человек понравится, мы посмотрим, что на самом деле мы что-то в нем найдем, то, что нам нужно, мы готовы рассмотреть его. То есть это имеется в виду без объявления какой-то вакансии, да. просто сейчас, да, условно говоря, это отправлю вам. в любой момент, в любой день можете заполнить, прислать анкету, мы про нее не забудем, распечатаем, положим, когда у нас будет время, когда наберется.
там, ну, 2-3 анкетки интересных кандидата. В принципе, я думаю, наше руководство будет готово пригласить, побеседовать с кандидатами, пригласить их. В принципе, нет, не надо. Что-нибудь подберете, да? Да, мы открыты, в принципе. Ну да, просто здесь в Вайбере был вопрос от Рустама. Вы очень классный, компания шикарная, тема интересная, как вам попасть Очень в СТР? приятно. Да, и Спасибо. я думаю, что наши эксперты уже ответили на этот вопрос. Ну, давайте теперь, наверное, о провалах поговорим, потому что без них, да. к сожалению, в такой деятельности никуда. Много было? Не сказать, что много, но они были. Даже были некоторые провалы именно не в самой реализации проекта, а на момент его подачи. Я расскажу про один интересный такой тендер. Достаточно крупный тендер был для одного государственного учреждения, международный тендер был. Мы собирали очень много документов. Чтобы вы знали, в тендере, когда участвуешь, документы собираются копиями. Должен быть один оригинал, пакет, он может быть вот таким. Большим очень. Все наши слушатели помнят, вот такие. Ну, допустим, коробка от бумаги А4 формата вот таким могут быть, причем это оригинал и 2 копии. 2-3 плюс копии еще в обычно. последнее время у нас запись Электронная на версия, диск, да, или на флешку. Тоже Вот, и у нас был случай, мы готовились, как обычно, бывает так, что не успеваешь до дедлайна, и получается все делаешь в последний момент, да, то есть основная работа. И из-за того, что было достаточно много объема, мы сутки работали. Мы вот с утра пришли на работу, до конца дня мы это все делали, печатали. У нас реально один том, то есть одна копия предложения коммерческого была где-то вот такая, это 5 таких сброшюрированных книжек было. И мы вот с коллегой ездили брошюрировать ночью, то есть мы ездили к человеку, кто этим занимается, он нам делал, возвращал, приходили в офис, собирали это все, формировали, упаковывали в конверт. И так всю ночь мы ездили, никакие были. Где-то в 5 утра нам сказали, ну ладно, идите поспите час, потому что вскрытие было в 10 часов. Мы Что вскрытие такое страшное? Да, вскрытие тендерных документов, да. Мы вроде бы все собрали, все подготовили, утром пришли, еще раз проверили, приносим на это вскрытие, открывают наше предложение, а там как, есть такая форма банковской гарантии. То есть от банка есть некий документ, который подтверждает, что такая-то компания, наша компания Истера, имеет необходимые финансовые возможности для участия в этом тендере. И там как, вот эта копия есть оригинал банковской гарантии, есть его копия. Оригинал банковской гарантии должен лежать в оригинале всех документов. Мы вот это все суматохи перепутали. Мы положили оригинал банковской гарантии в копию, а копию в оригинал. Они открыли оригинал, у нас все было идеально. Все соответствовало, все технические требования полностью. Мы посмотрели, тогда где ваш оригинал? Мы говорим, оригинал, другой копия. Это нарушение. То есть, когда вскрывают... Облом, представьте, да. То есть, не брошюрировать документы, это не соблюдение правил тендера. То есть, когда у тебя очень много вот таких вот листочков А4, они обязательно должны быть сброшюрированы. То есть, какими-то там... Что такое брошюрирование? Это вот сбор всех... Переплет. Листочков, и сбоку пружинка пластиковая, все это скрепляет. Получается такая книжка. Вот, не сброшюрировать нельзя, то есть обязательное требование это брошюровка. То есть, представляете, если у тебя очень много документов, тебе еще грамотно нужно это все разбить на тома. То есть ты не можешь там взять и поровну Да, там кучки сделать. Тебе да. нужна последовательность и нужно продуманно все это сделать. Плюс еще каждый том, соответственно, тоже оформить, том 2, там его содержание и все такое. То есть это одна сложность. Во-вторых, когда в некоторых случаях присутствовать на вскрытии тендерных документов представителям, кто подает, тоже нужно. Некоторые бывают закрытые тендеры, да, и поправь меня, если не ошибаюсь. Там сами открывают, значит, заказчик, и то там какая у них комиссия. В общем, там те, кто подавал, люди там не присутствуют. А есть открытые тендеры, куда где можно участвовать, ты смотреть, можешь присутствовать при вскрытии документов, соответственно, видишь, в чем плюсы, видишь, кто подал, кто твой конкурент. Они обычно делают сводную табличку, пишут стоимости всего этого проекта, ты видишь, в какой позиции ты, у кого какие аппетиты, и сразу понимаешь, в принципе, проиграл ты или выиграл. Ну, у нас в основном на победу в тендере играет цена, да, сами знаете, что это
Чем ниже цена, самый тем- важный пункт. Тем ниже цена, тем больше шансов у тебя выиграть. Ну, соответственно, там потом смотрят, насколько ты... Технически соответствуешь. Да, технически соответствуешь, насколько у тебя все документы правильные. Если где-то что-то нет, то тебя дисквалифицируют, а если все у тебя хорошо и цена у тебя маленькая, то ты, скорее всего, выиграл. И вот на вскрытии документов есть такой перечень обязательных документов. Вот они открывают все эти тома, и обязательно там ищут пару-тройку документов, которые они должны найти. И вот первое — это там ценовая табличка, и вот банковская гарантия — это тоже важный пункт. Основной То есть документ. не посмотреть ее они на этом вскрытии не могут. И вот мои коллеги как раз перепутали оригинал и копию, и, соответственно, так как это один из документов, который прямо на вскрытии ищут, они увидели, что это копия. Ну, а ведь документ-то есть фактически. Да, документ есть фактически, но из-за того, что он лежит не в том Томе, месте, не, да. не в той копии. Да, это уже считается нарушением. Поэтому, да, нужно быть внимательным. Это, после этого случая мы по 10 раз все перепроверяем, смотрим еще раз, прям перед подачей. От руководства сильно вам влетело за это? Кстати, нет. Потому что, как бы, руководство поняло, да, что здесь ошибка была не только нас, но это был такой крупный, наш первый такой крупный тендер, да, то есть он еще был на английском языке полностью весь. И вот этот нюанс мы упустили, то есть и руководство со своей стороны проглядело, и мы со своей стороны. Поэтому, как бы, отнестись с пониманием к этому. И теперь мы все документы проверяем, Да. по очень много раз, и все копии собираем на отдельных столах, чтобы, не дай бог, ветром проходящего человека не унесло что-нибудь куда-нибудь не туда. Не дыши даже здесь, Не не дыши, дыши. Мне кажется, здесь ошибка могла возникнуть из-за того, что все делалось в спешке, Да. да? Вы сами говорите, что это были сутки Да. в режиме 24/7. А есть какие-то кейсы, где вы можете похвастать и сказать, что до завершения, там, до дедлайна оставалась еще целая неделя, а у вас все было уже разложено, готово? Такое вообще бывает? У проектных менеджеров такого Да. не бывает. Такого не бывает, да, и как бы, обычно всегда как, мы, да, планируем, что, да, у нас все вот за неделю все будет готово, но всегда в последний момент возникает какой-то нюанс, что что-то нужно добавить. Вот сколько лет мы работаем, Тогда в постоянно. офисе творится какой-то кошмар. Да, И и, директора ждем, чтобы он там что-то подписал. И принтер цветной. Блин, стучим по всем принтерам, чтобы они печатали. Поэтому я же говорю, нужно, чтобы все картриджи, все принтеры, все это было в рабочем состоянии, когда ты занимаешься проектом. Иначе будут стучать по людям, которые были Да. ответственны за эти моменты. А случался ли такой форс-мажор, когда проект ведет один человек, но что-то происходит, не знаю, приболел, пришлось отлучиться на неопределенное количество дней или месяцев? Что вот в таком случае делается? То есть проект доверяют новому человеку, и кто-то вводит его в курс? Ну, у нас обычно как, когда менеджер ведет проект, всегда мы в копию ставим как коллег. То есть коллеги всегда более-менее в курсе, потому что понимаем, что может различные форс-мажоры случиться, ЧП с человеком, уволиться, заболеть, не дай бог. То есть поэтому всегда есть человек, как бы дублирующий. Ассистент менеджера. Ассистент менеджера, да. Менеджер 1, менеджер 2, как мы называем, да? Ставим друг друга в копию, по возможности все эти письма, все люди, все коллеги эти письма читают, и если коллега приболел или еще что-то, ну, во-первых, если он в состоянии стояния, он всегда на связи, он на звонки отвечать может, и в мессенджерах он тоже отвечать может, ну и, соответственно, руководить тем человеком, который остался на его замене. Происходит все это безболезненно. В общем, допустим, если Алишер заболеет, а я в офисе, он мне говорит, что делать, я это делаю, и, в принципе, проект не стоит на месте. Или когда меня нету, когда там неожиданный отпуск, или, опять же, я заболела, тоже я всегда на связи, коллеги помогают. То есть желательно 2 человека в себе. Да, мы Желательно. взаимозаменяемы. Это отлично, взаимовыручка, она всегда очень ценилась в любой компании. Ну что ж, ребят, к сожалению, наше время подошло к концу, и мы вынуждены с вами попрощаться. Очень много, конечно, еще интересных моментов мы не обсудили, но я уверен, что мы вас еще обязательно пригласим в гости и поговорим про вашу деятельность. Ну и в свою очередь хотим пожелать вам успехов в вашем нелегком деле. Спасибо большое. Если есть что добавить, пожелания. Ну, в какие-то, может быть. заключение хочу сказать, что проектным менеджером быть очень круто. И очень тяжело. И очень тяжело, но больше круто, потому что тебе это все нравится, и на всех этапах ты получаешь нереальный кайф, да, скажем. Ты всегда общаешься с очень интересными людьми. У тебя в команде люди, которые ты собрал, которые тебе интересны. Ты всегда со своими коллегами на связи в режиме 24/7. То есть выполнение проекта
к неформальному общению располагает. То есть ты всегда в курсе, кто там, что у кого происходит. Ну и самое приятное, это когда ты ощущаешь себя частью проекта, ты начинаешь, грубо говоря, с одного пакета документов, бумаг, а на выходе ты на финале ты уже стоишь с каким-то уникальным продуктом. Мы же говорим, что проект это то, что рождает уникальный продукт. Ты стоишь с этим уникальным продуктом, запускаешь что-то для кого-то, и это твое что-то Это все я, помогает кому-то там строить свой бизнес дальше, функционировать нормально. И ты такой стоишь, да, это я, вот это мое детище. Вот ради этого стоит и нервничать, и, не знаю, в моем случае слезы иногда лить, и переживать, и не спать. В общем... Что дерзайте, да, молодые люди, специалисты, кто хочет этим заниматься, милости просим, это интересно на самом деле. Да. Ощущение, правда, того, что ты причастен к очень значимому проекту, ощущение того, что ты, в принципе, работаешь не зря и приносишь пользу, это здорово. Поэтому, как Ярослава уже сказала, делайте упор на развитие так называемых soft skills, они вам обязательно пригодятся. Все верно? Абсолютно. Все верно. Ну что ж, ну а теперь пришла пора попрощаться с нашими слушателями. С удовольствием на протяжении 3 часов с вами были Бахыт Назирбаев и Дарья Христолюбова. Услышимся с вами уже завтра. Любим, целуем, пока.